Аваны Гизеплетели Куравчизем, Конгресс Тебенче Кларм эфирда. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня в нашей гостиной Чувашского национального конгресса дорогая гостья, председатель Всеукраинского чувашского общества Надежда Ивановна Лисовая. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Иркун Путер. Иркун, Надежда Ивановна. Поздравляю, что вы находитесь у нас. Как вы часто бываете в нашей республике? К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Вы же понимаете, что все мы люди имеем семью, детей, внуков, ну и работу, естественно. Поэтому хотелось бы почаще бывать на родине, на исторической родине, но, к сожалению, по возможности мы стараемся, как только есть какая-то возможность, приехать сюда на родину. Надежда Ивановна, как живет чувашское общество на Украине? Чувашское общество на Украине, оно только развивается. Еще 5 лет назад его не было на Украине, чувашского общества. Было только в Севастополе, и они только охватывали Севастополь. Прочитав много литературы о чувашах, о народах наших, и побывав в Астре. Это где похоронен наш поэт, великий поэт? Да, наш Сеспель. Великий поэт Миши Сеспель. Сеспель Миши, наверное, правильно, да, сказать? Сеспель Миши. Я поняла, что в Украине нет чувашского общества, потому что там не было следов пребывания наших земляков на этой земле. Может быть, да, в одно время там работали люди, может быть, Чичканов, когда-то еще при жизни Чичканова. Но сейчас этих людей нет. И возникла просто необходимость создания этого общества для того, чтобы место захоронения Сеспеля, все музеи, памятники как-то поддерживались с помощью чувашского общества. И в каком году вы создали это общество? Мы его создали еще в 2010-2011 году. Это лет 5 назад оно создалось. Первый раз я приехала туда одна, и было очень печально смотреть на эту картину, когда там на месте гибели было все замучено. Но памятник, там, где захоронение, был более-менее ухожен. Но вот музей при школе не работал. И хотелось, и мы за деньги наших, там, Трофимова, конечно, с помощью... Это наш земляк, да? Да, наш земляк, Трофим Георгий Александрович, который возглавляет Черниговскую ячейку. Ведь наше чувашское общество состоит из нескольких ячеек. Я хотела спросить, перебиваю, в каких городах и в каких городах есть наше чувашское общество на Украине? У нас есть, начнем, Киев, Киевская область, Чернигов, Сумы, Донецк, Харьков, Черновецкая область. Не забыть бы, пропустила я кого. Ну, когда бы мы... Ну, во многих городах. Да, во многих городах. Украина. Да, и сейчас у нас планируется в Черкасской области, Запорожской области создать такие. Нашли мы там земляков в этих областях. Мы везде, где есть возможность, пытаемся найти своих земляков. Но что очень приятно, в последнее время они уже по сайту находят нас сами. Особенно молодежь. Да, есть сайт Чувашского общества на Украине. Да. И работает хорошо. Я сама тоже часто заглядываю туда. Спасибо. Ага. Вот, Надежда Ивановна, хотелось бы спросить, вот какую работу вы ведете особо вот в такой обстановке? Какую работу по сохранению языка, культуры чувашского народа вы ведете на Украине? На Украине мы стараемся изучать историю. Привлекаем детей с помощью песен и стихов, изучать чувашский язык. Это намного быстрее получается. К сожалению, у нас нет профессионалов чувашского языка, но, правда, в последнее время приходят люди со знанием чувашского языка, такие как Сидоров Валерий Ильич в последнее время. Он кто? Он родом с Татарстана.
Татарский чуваш. Да, татарский чуваш Сидор Валерьевич. И вот он, зная, владеет языком в совершенстве, благодаря ему я тоже пытаюсь, прошу его разговаривать как можно чаще на чувашском языке. Пусть нас простят телезрители наши, и хотелось бы сказать, почему я вначале начала на чувашском языке, потом перешла на русский, потому что Надежда Ивановна, она понимает хорошо чувашский язык, но разговаривать ей тяжело, потому что всю жизнь живет на Украине, Большую и часть. ей проще говорить на нашем общем языке, на русском языке. Как говорится. Да, хотелось бы, я очень хочу начать разговаривать на чувашском, но еще не могу и не хочу коверкать чувашский язык. Да, наш язык, он очень красивый. Красивый. Да, надо полностью тщательно изучить его, а потом говорить. Да. Я думаю, что в следующий раз приедет Валерий Ильич Сидоров, и он будет с вами на чисто чувашском языке разговаривать. Ну, пусть это даже лучше, что мы на русском языке общаемся, потому что все-таки нас услышит больше народу, который даже... Сейчас же много чувашей, которые понимают язык, но не могут говорить, или даже не понимают язык, но преданы чувашской культуре, чувашским традициям. Большую работу проводим по содержанию, можно даже его назвать мемориальный комплекс в городе Острия, потому что там два музея. Один находится в Краеведческом музее, комната, посвященная Сеспелю, другой музей при школе, при гимназии Остра. Дальше бюст стоит на территории гимназии, место захоронения стоит тоже памятник. И вот в 2013 году мы открыли стелу на месте гибели нашего великого поэта Сеспеля Миши. Был деревянный столб раньше, да? А сейчас уже гранитная стелла, как говорится. Да, гранитная стелла. И на 4 языках написаны на стихи Михаила Сеспеля. Да. Если вспомните, скажите, и тогда пожалуйста. К моей могиле вы, друзья, придите, песни мне свои пропоете и стихи прочтите. На чувашском, на украинском, на русском и... Английском. На английском. На английском, чтобы... И что приятно, соседи, которые проживают рядом, они говорят: вы знаете, к стеле проезжает машина, останавливаются, подходят. Даже есть люди, которые приносят цветы. И вот они жители Киева, но приезжают на выходные к матери, к родной матери. И посещают. И они ухаживают. Мы стараемся им уделить внимание, сделать какие-то небольшие подарочки при этом. И даже посадили в этом году березки. Без нашей просьбы молодые березки посадили. Поощряйте, кто вот ухаживает за нашим... Да, стараемся, естественно, по мере нашей возможности. Конечно. К сожалению, у нас финансирования никакого нет нашему обществу. Мы за счет своих средств, это... В основном ваши средства, да? Ну, не важно. Это не так важно. Важно, что мы как-то пытаемся вот в этой трудной обстановке сделать что-то, чтобы знаменитые люди чуваши знали побольше людей о наших знаменитых чувашах, да. Жили или живут сейчас на Украине? Да, которые... Ведь украинский народ практически не знает историю чувашского народа в Украине. И вот я как можно больше печатаю, вот нахожу авторов разных и раздаю людям, чтобы они почитали. И когда они познают, они говорят: Боже, ты нам Америку открыла. Мои знакомые и даже незнакомым людям даю читать, чтобы они почитали. Я знаю, что Надежда Ивановна сама, она очень тщательно изучает историю чувашского народа. Она больше, наверное, чем многих наших историков знает, да? Нет, немного. Но, в общем-то, слежу за этим. Где новые материалы выходят. Я читаю не только чувашских, я читаю украинские авторы много пишут об истории, то есть о наших предках. И даже зарубежные, с далекого зарубежья. И хочется вот эти материалы все я собираю в одну кучу. И когда делаешь состыковку, как я говорю, стыкуется, многое стыкуется. Нет такого разреза, что идет разрез одно другому. Нет. К нашему большому счастью, в общем-то, это их мнения в большинстве совпадают.
Понятно. Надежда Ивановна, просто мне любопытно узнать, с какой целью вы в этот раз приехали в Чувашию. И я знаю, что вы встретились с нашим исполняющим обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Константином Геннадьевичем Яковлевым. И что вы решили? О чем говорили? О чем мы говорили? Мы говорили о том, чем мы занимаемся в Украине. И, кстати, я хочу сказать огромное спасибо. Он на меня произвел хорошее впечатление. Чувствуешь, что человек болеет за чувашский народ, за его культуру. И было это очень приятно при беседе. И нам не хотелось расставаться. Еще хотелось говорить, но он спешил на совещание. Его уже вызвали на совещание. Потому что у вас неплановая встреча была? Да, неплановая. И мне очень был приятно его подарок, когда он подарил книгу с орнаментами чувашскими. И в городе Астре, где нам выделили 10 соток земли, нам хочется построить все-таки чувашский дворик, музей под открытым небом, ну и помещение, где хотелось бы много экспозиции, много исторической такой литературы там показать. И сегодня, вот только я приехала в музей Бичурина, побывали. Вы не представляете, какое я получила просто огромное удовольствие. Я настолько благодарна директору музея. Ирина Витальевна Удалова, она очень большую работу ведет. Просто она действительно патриот. Она живет этим. И ее экскурсовод, забыла девочку, как зовут, к сожалению, прошу прощения, она такую экскурсию нам преподала. Вы знаете, я для себя открыла очень много о Бичурине, то, чего я раньше не знала. Хотя, да, я знала кое-что, но вот то, что он сделал, то, что не сделала целая академия в области Китая, это просто действительно чудо. Да. И не зря, как сказали, Ирина Витальевна говорила с послом, китайским послом, где-то час или 2 часа уделила ей внимание, потому что на самом деле они очень большую работу ведут. Да, это чувствуется. Это чувствуется, что они проводят большую работу, что у них много литературы. Мы полистали даже вот эти зарисовки его, его рукописи, там часть, которые отксеренные. Ну, это очень здорово. Значит, Надежда Ивановна, вы, приезжая в Чувашию, впитываетесь в чувашской культуре, чувашскими традициями, еще больше узнаете? С каждым годом я что-то узнаю больше, я для себя черпаю что-то. И, конечно, стараюсь по приезде в Украину поделиться. Вот сейчас обязательно мы на Рождество я соберу своих земляков, и мы обязательно проведем собрание и расскажу о своей поездке, о своих впечатлениях. Мы будем дальше продвигаться. В этом году, пусть они небольшие, там пару человек не смогли поехать, мы должны были более обширную сделать чтение стихов возле памятника, возле стелы Сеспелю. Но у каждого, вы знаете, мы живые люди, получилось, что у кого-то не получилось приехать. И мы впервые сделали чтение стихов возле стелы Сеспелю. Мне было очень приятно, что сегодня все больше и больше людей едут с нами на День памяти Сеспеля. Мы, к сожалению, не смогли 16-го поехать по причине... В ноябре, да, мы сделали это 26-го или 23-го, не помню уже. По просьбе директора гимназии. Она была на курсах повышения квалификации. И она прямо не сказала, но мы поняли, что хотелось бы, чтобы это мероприятие прошло в ее присутствии. И мы отложили это мероприятие до ее приезда с курсов. И, в общем-то, мероприятие провели. В Астре новый мэр сейчас. Самоделок Виктор Андреевич. Хорошие отношения. Хорошие отношения, да. Мы уже были... С чувашским обществом. Да, мы были у него в гостях, мы его поздравили со вступлением в должность. Мы не забываем и старого мэра. Обязательно проведем встречу с ним, потому что он много сделал для нашего сотрудничества. Да, мы не бросаем свою Сеспеле, да? Да. Пусть будут хорошие дружеские отношения все-таки, чтобы как бы память о Михаиле Сеспеле жила. Жители Остра, огромная им благодарность, признательность хочу выразить, что они с уважением относятся к нашему земляку. Значит, как вы сказали,
Надежда Ивановна, какие-то слухи о том, что памятник что-то там повредили или что-то, это значит просто слухи? Нет, ну, посмотрите, зайдите на наш сайт, на видео, где видно все, что памятники стоят целые, музеи функционируют. Мы небольшие сюжеты разместили на нашем сайте. Можете посмотреть это. Я не буду говорить много, это все можно увидеть на нашем сайте. Мы должны были начать с самого интересного вопроса. Вы где родились? Как вы попали в Украину? А мы начали... Это интересный вопрос. Мои родители родом с Цивильского района. И как-то в свое время, так как папа имел образование лесохозяйственного техникума, лесником, в общем-то, они переехали в Марийскую, он там работал лесником, но я всегда чувствовала по рассказам родителей, мамы особенно, что мы чуваши, что, в общем-то, по ее поведению, по ее характеру она привела нам любовь к чувашскому народу. К сожалению, языка мы не знали, потому что я родилась и выросла в Марийской. Это Звениговский район, недалеко отсюда. И у нас только родители разговаривали на чувашском, а я училась в русской школе. На улице мы говорили на Общались русском. с детьми на русском? Да, на русском, потому что чувашей практически там не было, только 2-3 семьи было, и то мы жили по разные стороны деревни. Хотя вы общались на русском, вы оставались чувашкой. Ну, я слышала чувашскую речь, и вот сейчас при изучении чувашского языка это мне очень помогает. Я же, вы знаете, есть память, вот это вот, отложилась она. Конечно. Это в памяти это отложилась, да, и это помогает при изучении чувашского языка быстрее. Осваиваешься, потому что в детстве, в детстве ты... она была на слуху, эта речь чувашская. Ну, Надежда Ивановна, еще какие работы планируете по сохранению культуры нашей, чувашской культуры, языка? Вот сами изучаете, говорите, вот внучка ваша изучает, поете чувашские песни. Да. Еще что планируете? Вот, планируем построить общество? Музей в Остре. Там нам выделили 10 соток земли. Но я уже говорила, что чувашский дворик хотим построить. И, конечно, в этом музее разместить материалы от древности до современности. О чувашском народе хотелось бы разместить материалы, собрать. Сейчас я занимаюсь этим, я очень много материалов собираю, очень много читаю, копаюсь в интернете, что-то изучаю. И спасибо создателям фильма, как он называется, вот исторические фильмы, на презентацию фильма. Недавно была презентация фильма об истории Чувашии. Да, я об этом все знала. Я знаю, режиссер Юра Сергеев. Вся тематика для меня знакома этого фильма, но было очень приятно. Фильм поставлен неплохо, озвучка фильма хорошая. На профессиональном уровне. Да, да. Планируем собрать больше наших земляков в Украине. Планируется, хотелось бы, в городе Харькове, там, где открыт наш Кокель, наш земляк Кокель, открыл художественное училище, сегодня это Академия дизайна, да. Хотя бы мемориальную доску установить на стене этого. Что там работал наш Да, что Алексей он был Кокель. первым ректором, был первым ректором этого художественного училища. Хотелось бы там побывать. Теперь хотелось бы очень, вот я обращаюсь, пользуясь телевидением, прочитав книгу Канегина «Вехи священной истории», где он описывает Атилу, и где пишет, что прямыми потомками гуннов являются чуваши. Он описал местонахождение церкви, церковь, построенная при Атиле, первая в мире, с Христом на куполе. Что же вы думаете? Благодаря, как он подробно описал в этой книге, где оно находится, я нашла это место. Я пришла. Это в центре Киева находится, это на Владимирской, рядом с Национальным музеем. Там в метрах 20 десятинная церковь находится. И когда мы пришли к этому месту, я шла, боялась. Думаю,
Наверное, это что-то вот, знаете, да, из ряда вон такого необычного что-то. И я, наверное, ошибаюсь, наверное, но все равно я пойду, я разузнаю. И когда мы начали подходить к этому месту, оно ограждено забором сейчас, деревянным забором было ограждено. Там стояло 2 человека в защитной одежде. По всей видимости, охрана этой территории. Мы подошли, несколько человек нас было. Я подошла, говорю, извините, пожалуйста, мы ищем храм. Где-то здесь должен быть храм, построенный при Аттиле. Честно признаться, у меня было такое ощущение, что мне скажут, ну, эта женщина с ума сошла. Какой храм, какой Аттила? Это... Думаю, зачтут меня за сумасшедшую. Они неспокойно говорят, а он там за забором. Моей радости не было предела. Думаю, Боже, правда, то, что это есть. Мы обошли этот храм и зашли в Десятинную церковь. Опять же, я сделала вид, что я ничего не знаю. Я спрашиваю священника этой церкви, скажите, пожалуйста, мы ищем храм, построенный Аттилой. А он говорит, да вот за тем забором. Он говорит, сейчас там ведутся раскопки. Там вырыт большой котлован, и там каждый день мешками вывозят кости, какие-то белые кости, очень белые, мраморного цвета кости. И мне стало так обидно, что наши земляки, не ученые, не участвуют в этих раскопках. Хотелось бы. Пусть услышат ваши слова, наши ученые. Да, может, да, это я ничего не придумала. А при этом было 2 человека, один с Севастополя и второй с Москвы. Которые были 2 человека, и они были рядом со мной, и все это в их присутствии. Они слышали и видели это. Что вы пожелаете нашему чувашскому народу? Какие ваши пожелания? Мои пожелания. Хотелось бы, чтобы дети с детских лет изучали чувашский язык. Потому что чувашский язык, вот чем больше я читаю, тем больше я убеждаюсь, это древнейший язык мира. Это красивый язык. Это язык, который необходим для изучения истории мировой не только чувашского народа, но для изучения истории мира. И цивилизации нашей. Я не буду много об этом говорить, но вы знаете, что мне приятно? Я ехала в такси поздно вечером. Молодой человек. Мы с ним говорили по-русски. Вдруг звонок, и он заговорил по-чувашски. Я говорю, ой, как приятно, молодой человек, что вот такой молодой, говорите на чувашском. Он говорит, да, а у нас в деревне, говорит, все, и дети разговаривают на чувашском. Я говорю, да, неужели это правда? Здесь, в Чебоксарах. В Чебоксарах парень. А он говорит, у нас в деревне все знают чувашский, дети разговаривают, но просто их заставляют говорить на русском, чтобы когда они вырастут, не было акцента. Я говорю, а что в этом плохого, когда у человека акцент? Ведь когда грузин говорит с акцентом, или немец, или француз. Мы нормально воспринимаем. Мы же воспринимаем нормально. Почему чуваш, который говорит с акцентом, это смешно или это стыдно? Нет. И я считаю, что человек, который говорит по-русски с акцентом, мы должны быть признательны этим людям, потому что они являются носителями нашего родного языка. Я тоже специально подчеркиваю, вот в Москву едешь, там можно так, специально подчеркиваю акцент наш, что я чувашка. Да. Берет гордость, даже с русскими говоришь, берет гордость, что я чувашка, я с акцентом, но говорю на русском. Да, да. Это очень, я говорю, мы должны этим людям быть благодарны, что они сохраняют наш язык, что они вот вы знаете, очень радует. Может быть, это пафосно звучит, в смысле, что наш президент является носителем нашего родного чувашского языка. Очень приятно. Значит, Ивановна, еще когда приедете к нам еще раз? Только при первой возможности. Как только будет возможность, мы получили приглашение от нашего министра культуры летом на праздник, да, приехать. На всечувашский году? Да, на всечувашский году. И хотелось бы новому министру пожелать успехов, пожелать ему, конечно, министром сразу не становится, но если мы видим, что человек болеет душой, за общее дело. Да, за общее дело, за культуру, за язык чувашского народа, то хочется ему пожелать успехов, здоровья и удачи. И вам, Зоя Аркадьевна, в вашем нелегком труде, в вашем интересном деле, в нужном деле пожелать тоже Спасибо. успехов.
Спасибо вам, успехов, Надежда Ивановна. Вам успехов в такой обстановке вести такое благородное, такое, как сказать, нужное дело по сохранению нашего языка, культуры. Это же вас никто там не заставляет, наоборот, как бы препятствует, может быть, не препятствует? Нет, к счастью, нет. Ну, вы знаете, я расскажу недавно, вот в октябре месяце, в Днепропетровске было открытие художественной эмали, открытие музея художественной эмали, куда был приглашен наш земляк Праски Витти. Художник знаменитый. И вот, когда он приехал, как он мне уже рассказывает, я спрашиваю, а будут наши земляки? Они говорят, мы не знаем, чувашей. И вдруг они через сайт нашли меня, мой телефон. А я как раз была на улице. И вот звонит организатор с Киева. Надежда Ивановна, у нас открытие музея в художественной эмали. Вы не могли бы посетить нашу выставку, потому что будет присутствовать ваш земляк с мировым именем, Праски Витти. Я говорю, ну, естественно, я с удовольствием принимаю ваше приглашение, хотя мне ехать туда около 600 километров. Ну, я на следующий день в 4 утра встала, села в машину и поехала. Я взяла с собой национальный костюм, я одела. Вы знаете, вот наш чувашский костюм, где я в нем появляюсь, он просто фурор. Он производит такое впечатление на людей, что он у нас настолько, вот, чувашский наряд, он очень нарядный, привлекательный, да. И мне говорят, Надежда Ивановна, когда вы одеваете этот костюм, вы в нем как царица. Я тоже видела. Да, это мне очень приятно слышать, что он действительно соответствует нашему чувашскому характеру, характеру наших женщин. Вот как нужно вот любить наш народ, любить нашу культуру, чтобы ринуться 600 километров. Но вы знаете, это приятные такие трудности, можно сказать. Потому что это не каждый день мы получаем приглашение на открытие выставки, музея, даже целого музея открытия. Тем более с нашими земляками. И когда мне сказали, что земляк с мировым именем, я знала, что это так. Я с его работами была знакома, но с ним не была знакома. И мне было так приятно с ним лично познакомиться. Он был, конечно, счастлив. Теперь я знаю, что вы большие друзья с ним. Да. Вчера я была у него в гостях, была его мастерской, побывала. Получила удовольствие, много картин просмотрела. И хотелось бы купить одну картину, чтобы иметь картину его работы. Почему? Я уже давно, как только увидела его картины, я для себя поняла, это же понятно, что из 1000 картин можно определить, что это его работа. Что это работа чувашского художника, стиль. Вот пропитанный чувашским духом, чувашская тематика. С корня видящий нашу историю. Да. Ну, спасибо большое, Надежда Ивановна. Приезжайте к нам почаще. Спасибо. Впитывайтесь еще больше с чувашской культурой. Да, обязательно хотелось бы, чтобы внучки побывали чаще здесь. И хотелось бы, чтобы они побывали именно среди молодежи, детей чувашских. Изучили чувашский язык, изучали. Да. Вам тем более успехов там, чтобы вы смогли там в таких условиях вести такую огромную работу. И еще раз говорю, приезжайте к нам. Спасибо. Обязательно летом на все чувашский Агадуй. Это пройдет очень на широком, большом уровне. Хотелось бы сказать, что молодежь тянется к нам в Украине, именно молодое поколение, которое имеет чувашские корни. Это большая, хорошая тенденция, которая наблюдается во всех регионах, я как замечаю. И в Тюмени, и в Томске я везде вижу. К чувашской культуре тянутся молодые люди, которые корни чувашские, а сами как бы... Ну, естественно, ведь есть же, так говорят же, есть такая поговорка. Народ, у которого нет прошлого, тот не имеет будущего. У нас есть и прошлое, и будет будущее. Да, мы в этом не сомневаемся. Спасибо большое. Надежда Ивановна гостиной Чувашского национального конгресса была очень такая интересная гостья из Украины, председатель Всеукраинского общества чувашей Надежда Ивановна Лисовая. Всего вам доброго. До свидания. Асыла булыр. Чибер юлар. Чибер юлар.